Метро Москвы расскажет о Республике Коми. На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена запустили брендированный поезд Коми-100. Культурно-имиджевый проект Северного региона только один из пунктов большой праздничной программы Дней Коми в Москве. Спектакли наших театров собирают полные залы, привлекает зрителей выставка «Природа, традиции, люди». Чем покорила Коми москвичей, знает Ольга Коняева. Яркое и самобытное, таким предстало электродепо Измайлова в один из дней Коми в Москве. Национальный колорит обволакивает, в атмосферу погружает ансамбль песни и танца «Асия Кыа». И это только разогрев. Вот-вот в свой первый рейс отправится уникальный брендированный состав. Это один из самых необычных запусков, признаются москвичи. Поезд получился невероятный, красочный. Там такие ягоды сочные. Он сам похож на вот эту вкусную ягодку. Я хочу сказать, что мы очень рады приветствовать вас. Этот поезд у нас будет ходить на Арбатско-Покровской линии до октября месяца. Ну и, конечно, наши пассажиры 100% будут наслаждаться тем, когда они будут в этом поезде ехать. Я более чем уверен, что люди, которые увидят это, точно захотят приехать в нашу республику. Милости просим. Вас ждет гостеприимная республика Коми. Всех ждем в гости. С праздником! Подлинное знание народной культуры и новаторская техника, сплав глубинного и современного. Дизайн вагонов – это воплощение энергии северной земли. Графические элементы и орнамент – культурный код жителей Коми. Легенды, сказы, промысловый календарь, рецепты, праздники. Почерпнуть много интересного здесь могут даже жители самой Коми. Шикарный вагон, очень красиво, а поют просто потрясающе. Очень красиво пели, очень красиво, и голоса хорошие. У меня первая жена была Коми, я прекрасно это все знаю, я очень доволен. Первый исторический рейс в поезде Коми-100 стал и самым музыкальным. Мария Моль от Асия Кыа в разных вагонах и в разные моменты. И даже во время интервью с главой Коми. Брендированный состав – это ключевой культурно-имиджевый проект в год векового юбилея Коми. Миллионы пассажиров, москвичей и гостей столицы за полгода поездок по Арбатско-Псковской линии узнают об уникальности нашего региона. Идея брендированного состава – это не наша идея, да, это достаточно известная история, но мы попросили, и я попросил лично Сергея Семеновича, чтобы это нам дали такую возможность. Почему? Потому что все-таки это значительно больше тираж, вот, в хорошем смысле тираж республики, да, нежели если мы проводим какой-то концерт. Да? Мы концерт провели, пришли люди, послушали, ушли. А здесь люди, которые будут приезжать в Москву, и не только москвичи, а и гости столицы, которые будут ездить на поезде и просто будут, ты хочешь, не хочешь, ты едешь, ты смотришь. Смотришь, читаешь, что такое вообще за республика. Одна поездка по синей ветке в таком составе – это мини-путешествие на вершину Уральских гор Монорагу, на плато Мань-Пупунер или в край старообрядцев – самобытную северную Уссыльму. Живой памятник жемчужина русского севера. Корни этого праздника произошли от архаичного представления и языческого поклонения людей солнцу, Ярили божеству. В самом центре Белокаменной на Никитском бульваре снова о Коми. Нерукотворные красоты региона, традиции и история нашего края. Не менее интересные и глубокие, чем само место, в котором расположилась выставка «Природа, традиции, люди». Экспозиция ждет посетителей до 6 июня. Еще есть время ее увидеть. Мы сами из Коми, из города Ухты, живем в Москве. И это вообще здорово, что, во-первых, так регионы сотрудничают, да, и вот в честь столетия республики сделали такую выставку. Я так понимаю, это не единственное мероприятие, которое сейчас проходит в Москве. Выставка очень красивая. На самом деле мы даже не во всех местах были. Вот здесь очень красиво плато Мань-Пупунер, Юг-2, национальный парк.
В Москве в эти дни Коми театральный бум. Съехались лучшие артисты республики. С гастролями в Иркутинский театр имени Бориса Мордвинова, в легендарном академическом театре имени Маяковского наши постановки «Ромео и Джульетта» и «Гроза», театр драмы имени Виктора Савина. Русская и зарубежная классика, разные театральные школы. Одно объединяет – всегда аншлаг. Очень тепло принял зритель. Все-таки мы представляем профессиональное искусство. Это достаточно хороший профессиональный уровень. И это мы вчера увидели на сцене. Вот смотрите, спектакль заканчивается, и минут 7-8 идут аплодисменты, идут просьбы, крики, браво, еще раз выход, значит, артистов с поклонами и так далее, и так далее. Театр оперы и балета Коми привез лучшие постановки, премьеры сезона. И обязательно уже почти национальный бренд балет «Егморт» Якова Перепелицы в 5-й редакции. За 1,5 года в Московском театре «Новая опера» наши артисты 3-й раз. Но эта поездка особенная. Дни Коми в Москве и Санкт-Петербурге – это для труппы 13 концертов на 5 площадках. Выехали практически полным составом. Оркестр, балет, хор, технический цех – это большая организационная работа. Для труппы театра, конечно, каждой гастроли – это, знаете, с одной стороны, профессиональный вызов, с другой стороны, это большая радость, удовлетворение от хорошо сделанной работы и от высокой оценки именно столичного зрителя. Очень ярко, красочно и захватывающе. Я очень рада, что посетила. Просто в восторге. Интересно решены декорации, интересно выполнены костюмы, потому что чувствуется и народность, и балетность, и легко, и в то же время современно, да, и чувствуется вот этот холод и зима. Дни Коми в Москве завершатся гала-концертом лучших творческих коллективов региона на сцене Большого театра. После чего грандиозный праздник со всеми многочисленными участниками переедет в Санкт-Петербург. В городе на Неве Юрган также будет работать на главных площадках, в том числе на гала-концерте в Михайловском театре. Ольга Коняева, Евгений Сокос, Олег Юшков, телеканал Юрган.